Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел заседание Кабмина по итогам 4 месяцев текущего года. Поздравил Мерца с избранием федеральным канцлером ФРГ. Отправился в Москву на празднование 80-летия Победы и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Кабинета министров, на котором были подведены итоги работ, выполненных в стране за 4 месяца текущего года. Как сообщалось в ходе заседания, ВВП Туркменистана за январь-апрель 2025 года вырос на 6,3%. Государственный концерн «Туркменнефть» перевыполнил план по добыче нефти на 7,9%. В агропромышленном комплексе темп роста производства составил 117,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление о создании Государственной комиссии по организованному проведению жатвы зерновых в 2025 году. Документ принят в целях укрепления экономического потенциала страны, увеличения объемов производства пшеницы и обеспечения продовольственной независимости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил соотечественников с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Убежден, что этот праздник, прославляющий мир и дружбу, олицетворяющий большую любовь к свободной и благополучной жизни, оставит незабываемые впечатления в сердцах людей, говорится в послании главы государства. Президент Сердар Бердымухамедов прилетел в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов получил поздравления от глав государств и правительств стран СНГ по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении отметил непреходящее значение этого праздника для народов России и Туркменистана. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания Фридриху Мерцу по случаю избрания его федеральным канцлером Федеративной Республики Германия. 137-я кантонская ярмарка стала площадкой для презентации впечатляющего ассортимента в 4,5 миллиона товаров от китайских и международных производителей. Примечательно, что около 25% всех экспонатов являются инновационными новинками, демонстрирующими передовые разработки. Особый интерес у посетителей вызвал павильон сервисной робототехники, где 46 китайских компаний продемонстрировали 500 высокотехнологичных роботов, применимых в 60 различных отраслях промышленности. В Ватикане завершились выборы нового главы Римско-католической церкви. Кардиналы избрали американского священнослужителя Роберта Прева, который принял имя Лев XIV и стал 267-м понтификом. Федерация футбола Туркменистана открыла набор на обучающий курс для получения тренерской лицензии категории D. Обучение пройдет в Ашхабаде 24-25 мая. Для зачисления на курс нужно оформить электронную заявку на сайте ФФТ до 20 мая. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.